В каждой культуре есть свои сокровища, отражающие уникальное звучание души народа, его историю и традиции. В Камрате был презентован новый сборник произведений фортепиано и камерной музыки композиторов из Гагаузии. Издание объединило традиционные и популярные образцы музыкального фольклора гагаузского народа, которые веками передавались устно и впервые были зафиксированы на нотном стане. Благодаря труду композиторов региона они обрели новую жизнь в академическом формате и стали частью культурного наследия будущих поколений. Я думаю, что этот сборник, поскольку он первый в этой области, во-первых, чтобы это был не последний сборник, а во-вторых, это очень хорошее начало, поэтому я считаю, что перспективы у музыки гагаузской есть. И я желаю в первую очередь композиторам не только творческого вдохновения, но и хороших исполнителей, которые будут пропагандировать эту музыку не только на территории Молдовы, но и за ее пределами тоже. Он содержит в себе переработанные произведения, которые уже на протяжении нескольких столетий являются традиционными в музыкальном гагаузском фольклоре. До сих пор имели место отдельные издания, которые были посвящены тем или иным музыкальным произведениям, тому или иному жанру, описанию его. Но столь полное издание, которое воплотило себя и собрало в себе наиболее известные традиционные гагаузские музыкальные произведения, выходит впервые. Сегодня только получу эту книгу, очень внимательно надо будет ее изучить, посмотреть, можем ли мы ее использовать в музыкальной школе. По уровню сложности произведения нужно посмотреть, Если дети будут справляться, то это будет очень приятно, когда ты услышишь на госэкзаменах детей, которые исполняют произведения гагаузских композиторов. Я считаю, что это вообще событие большое для нашего региона, потому что это все-таки академическая музыка, основана на фольклорных традициях. И у нас всегда нехватка была репертуара именно наших композиторов. Поэтому я думаю, что это играет огромную роль и большое значение в жизни региона. Представленный сборник состоит из двух частей и отличается разнообразием. Первая часть включает фортепианные миниатюры и вариации на темы гагаузских народных песен, демонстрирующие богатство и глубину музыкальных традиций. Вторая часть – дуэты и трио для струнных инструментов и фортепиано. Позволяет насладиться камерной музыкой и гармонией звучания. Сборник представляет собой уникальную ценность, потому что сегодня, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, в нашей республике в целом выпускается очень мало, в частности, нотной литературы. И этот сборник большое достижение нашей автономии и пример того, как вообще это должно все быть, потому что сегодня у нас подрастает молодое поколение композиторов, есть начинающие аранжировщики, и самое главное, что наряду с именитыми уже композиторами и аранжировщиками. Сегодня я приехала на презентацию сборника произведений фортепианных сочинений, а также камерных произведений, куда вошли и мои произведения. Здесь 9 или 10 произведений моих, в том числе и фортепианные, и камерные, дуэты и квартеты. Также здесь есть произведения композиторов, чьи произведения я тоже исполняла, будучи студенткой в колледже. Я думаю, это очень важно, особенно для молодежи, так как они ближе познакомятся с гагаузской культурой, с гагаузской музыкой. И это очень хорошо для понимания своего же народа, своей же традиции и культуры. Этот сборник написан, я как понял, для классической музыки, но если какие-то отрывки классической музыки подойдут для гайда, почему бы и нет? И внедрим их для гайда, в репертуар гайда. Выступая на презентации, композитор, искусствовед и культуролог, член правления Союза композиторов и музыковедов Республики Молдова, маэстро де арта Снежана Пысларь, отметила, что с особой радостью написала рецензию для данного сборника. Для нее это особо значимо, поскольку в издание вошли произведения ее ученика, уроженца Камрата, выпускника Академии музыки, театра и изобразительных искусств Кишинева по классу композиции Михаила Ротаря. Я всегда в Гагаузию, в Камрат приезжаю с большой радостью.
Вот, и особенно радостно было мне приехать в этот раз на презентацию сборника композиторов Гагаузии. Это достаточно внушительная антология на 304 страницы, к которой я писала рецензию, и мне было очень приятно встретить несколько поколений композиторов, среди которых и самое младшее поколение композиторов Михаил Ротарь и Анета Бюк, которые являются выпускниками композиторского факультета нашей Академии музыки. Михаил – это даже мой студент, и поэтому эмоций очень много. В этот сборник вошли произведения Дмитрия Федоровича Гагауза, Михаила Васильевича Колса, Татьяны Ивановны Щеголевой, Ивана Чилак, Анеты Бюк и Михаила Ротаря, нашего любимого, которого мы очень хотели бы здесь видеть, но, к сожалению, он не сможет присутствовать, но незримо он с нами. Сегодня Михаил Ротарь – лауреат многочисленных международных конкурсов, и его сочинения удостоены высоких наград. Вариации, написанные им еще в 2018 году на тему гагаузской народной песни «Бендебер Юлюмева Аджидом» «Я тоже был диким фруктовым деревом», отразили специфику метроритма, характерного для фольклора родного края, основанного на влиянии болгарской и старотурецкой музыки. Преподаватель Камрадской музыкальной школы Иван Васильевич Люленов подчеркнул важность поддержки гагаузской культуры со стороны властей автономии, ведь отсутствие внимания приводит к тому, что многие композиторы покидают регион. Вот вы вспомнили про Гагауза Дмитрия Федоровича Колса, Михаил. Почему их нет сегодня среди нас? Потому что, давайте вспомним историю, опять-таки. В одно время, благодаря государственной политике, умирал Большой театр, один из лучших театров в мире. Почему? Потому что спиной повернулось государство, и от этого многое зависела судьба. То же самое происходило у нас в Гагаузии. В культуре много было разговоров, а уделялось мало внимания. Сколько идей было у Дмитрия Федоровича, когда он был начальником управления. Предлагалось и лицей создать гагаузский, и много-много у него было проектов. Поддержки никакой. Дмитрий Федорович, конечно, какую-то обиду затаил, он уехал от нас. И не случайно вот это вот все, что он собрал, осталось в рукописи. То же самое с Колца, который находится то ли на Кипре, то ли еще где-то. Тот же Курудимов, то же самое. То есть наши лучшие представители музыкальной культуры почему-то не нашли поддержки. Я думаю, что пройдет еще немного времени, и рядом с Михаилом Ротарем появятся еще молодые. На подходе у нас Владимир Щеголев, который уже пытается что-то создавать. Мы много об этом говорим. Появятся и другие композиторы. Сборник является ценным вкладом в сохранение и популяризацию музыкального наследия края, важным шагом в расширении границ музыкальной культуры Молдовы и всего восточноевропейского региона. Работа над изданием велась более 2 лет. Он был подготовлен научно-исследовательским центром имени Марии Маруневич при поддержке Фонда по спасению гагаузского языка. 45 школ автономии получат сборник в своей библиотеке, а также он будет передан в музыкальные школы, колледжи и вузы Гагаузии и Молдовы.